Добрый день, меня зовут Петрова Виолетта. Я ученица 11 гуманитарного класса Республиканского лицея-интерната. Представляю вашему вниманию тему под названием «Национальные особенности речевого поведения народа Саха» по данным пословиц и поговорок, собранных в Кулаковске. Так, актуальность данной работы определяется, во-первых, пословицами и поговорками, собранными Голубковским, которые до настоящего времени остаются малоизученными, в том числе и с точки зрения лингвокультурологии. Во-вторых, национальные особенности, свойственные языку, можно выявить, обращаясь к анализу пословиц и поговорок, так как они являются исповедью народа и представляют собой образцы высокой культуры. В-третьих, якутские пословицы и поговорки о речевом поведении не были предметом специального изучения. Объектом исследования являются пословицы и поговорки, а непосредственным предметом исследования стало выявление национальной особенности речевого поведения народа Саха. Научная новизна состоит в том, что впервые осуществлено лингвокультурологическое описание национальной особенности речевого поведения народа Саха в пословицах и поговорках, собранных Кулаковским. Из своих фольклорных записей Кулаковский более всего оценил пословицы, и если в списке, переданном Пекарскому, насчитывалось примерно 500 пословиц, то к концу жизни писателя их количество увеличилось почти вдвое. А сам Кулаковский писал, что в пословицах ярко, самобытно запечатлелись бытовая жизнь якутов, их нравы, обычаи и традиции, мировосприятие и миропонимание, а также историческое время. При анализе якутских пословиц и поговорок о речевом поведении мы опирались на известную классификацию Рождественского. Кроме этого, нами были выделены дополнительные такие тематические блоки, как меткое слово, необратимое слово, острое слово, слово и тело, болтливость, немногословность, правда и ложь, обещание и сплетни. Далее вы можете увидеть семантический анализ якутских пословиц и поговорок о речевом поведении. В качестве наглядного примера можно взять тематический блок «Меткое слово». Например, в пословичном фонде Кулаковского высокую оценку получает меткое слово, которое обладает способностью попадать в цель, выразительно и точно подмечать, назвать суть чего-либо. Например, «Китло ох». Далее представлены другие тематические блоки и их семантический анализ. Заключение. Исследование немногословности показало, что в якутских пословицах и поговорках данное проявление речевой деятельности приобретает более высокую ценность. Выяснилось, что одним из важных постоянных свойств речевого поведения является необратимое слово, которое предполагает невозможность возвращения назад высказанных слов. Обещание требует серьезного отношения к себе, и человек должен осознавать ответственность за свое слово. В якутских пословичных изречениях высокую оценку получает правда. Также в пословицах особое место занимают такие понятия, как точность, меткость и остроумие слов. Помимо этого, через них отражаются не только положительные, но и отрицательные качества человека, например, ложь и сплетни. Таким образом, опираясь на многолетний труд Кулаковского, можно проникнуть в историческое прошлое народа Саха, выделить его особенные черты бытовой жизни, культуры и многовековой опыт. Спасибо за внимание.